Ингушетском государственном университете прошла научно-практическая конференция «Молодые исследователи в поиске». Участники подготовили более 40 докладов на самые разные темы, от ингушского фольклора до современных технологий в сельском хозяйстве. Среди участников были не только студенты и аспиранты ИНГУ, но и гости из других научных центров. На конференции были затронуты важные вопросы в области экологии, экономики и здоровья. С 2019 по 2024 годы в рамках федерального проекта и республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилья в Ингушетии расселили 497 человек. В этом году планируется переселение еще 132. Для завершения проекта власти республики обратились за поддержкой к федеральному центру. Правительство выделило дополнительные средства. В 2025 году начнется новый этап программы, который затронет еще 26 аварийных домов и обеспечит комфортное жилье для 1926 жителей республики. В 2025 году в Ингушетии будет проведен капитальный ремонт 5 школ в рамках госпрограммы развития образования. Преобразятся школы города Назрани, сельских поселений Яндыри, Аршты, Далаково и Троицкое. Планируется обновление фундаментов, кровли, окон, дверей, системы отопления и вентиляции, а также благоустройство пришкольных территорий. Поставки вакцины для профилактики кори по первому этапу 2024 года выполнены в полном объеме. В медорганизациях регионов есть запасы, сообщили в пресс-службе Минздрава России. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Россия заняла 3-е место в европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ситуация по кори в России стабилизировалась. Наблюдается постепенное снижение заболеваемости. При этом из-за напряженной эпидситуации во многих странах мира риски завоза и распространения инфекции в России сохраняются. Михаил Мишустин проинформировал президента о подготовке новых национальных проектов до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Курировать новые национальные проекты будут профильные вице-премьеры. До 30 мая будет одобрен график стратегических сессий по подготовке национальных проектов. Глава правительства пригласил всех участников Госсовета на стратегические сессии в правительство. Все новые национальные проекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря. Региональные программы по повышению рождаемости в России нуждаются в переосмыслении. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию. Ожидается, что осенью будут обновлены критерии оценки деятельности высших должностных лиц, и уровень рождаемости в регионах станет одним из решающих показателей эффективности. Вице-премьер напомнила, что суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года составляет 1,41%. Это количество детей, приходящихся на одну женщину. И согласно задаче президента России Владимира Путина, к 2030 году этот показатель должен достигнуть 1,6%. Тема рождаемости была затронута и в ходе встречи президента России Владимира Путина с главой Ингушетии. Владимир Владимирович отметил, что вместе с ростом населения растет и потребность в школах и детских садах. Он подчеркнул важность строительства в регионе объектов образования и здравоохранения.